Валентин Алексеевич, как вы оцените в общем ситуацию в республике и, конечно, работу руководства? Ну, прежде всего, работу руководства должны оценивать жители республики. Но хочу вам сказать, мне часто приходится бывать в республике. И сегодня, вот совещание, которое только что провел президент республики, цифры и некоторые показатели, которые были, даже, конечно, может быть, далеки еще от радостного настроения, но внушают определенный оптимизм. Сегодня, начну с того, что мы посетили вместе с президентом лагерь временно перемещенных лиц. Вы знаете, это совершенно другие люди, с которыми мне пришлось тут же разговаривать 3 года назад, в этом же лагере. Это люди, которые готовы идти на диалог. Это люди, которые уже верят теперь местному руководству, верят руководству страны. И очевидно, что даже в психологии женщин больше всего переживают. Они, которых больше всего сегодня заботят, это где дети будут учиться, как их устроить. Вот президент сегодня пообещал одной девочке личное участие, чтобы направить ее учиться в медицинский институт. И центр выделяет специальную квоту для этих детей, когда можно учиться в разных вузах страны, где они поступать будут вне конкурса. Ну, а говоря здесь вот о том, что услышал, здесь есть много проблем и с, вы знаете, временно перемещенными лицами. Но когда ехали сюда в Назрань, навстречу вдруг идет колонна из новых комбайнов. Остановились специально, слез комбайнер парень и говорит: а вы знаете, у нас вообще-то этого лет 10 не было, не видели. А здесь не один идет, а целая колонна. Хорошие новые комбайны, специально с Ростова взятые. И говорит, а через 10 дней начинается уборочная, и прямо в бой. Знаете, на душе тоже стало приятнее. Премьер-министр докладывает, что все посевные работы, которые были запланированы, выполнены. Впервые за много лет возвратились к тому, что без чего земля не живет, ее нужно докармливать. И химические удобрения, которые завезены руководством, и пошли. Это новые рабочие места. Буквально в скором времени мы ожидаем открытия нового или старого нефтеперерабатывающего завода с мощностью 100 тысяч тонн. Это значит, у нас где-то 500 рабочих мест будет обеспечено. 500 семей будут жить, по крайней мере, безбедно. Пускается новая нефтяная скважина. Решению социальных вопросов, конечно, стало уделяться внимание. Еще раз говорю, что пока это первые шаги, но шаги сделаны осмысленно, и ко мне представляется уже в команде, которая пользуется доверием у населения. Скажите, наверное, сегодня в палаточных городках вам задавали вопрос. Неужели люди опять будут пятую зиму находиться здесь в Ингушетии? Да мы с этим и вошли с Муратом Магомедовичем, мы сами сказали, что, в общем-то, и президент нас еще не один раз уже критиковал и обоснованно говорил, что нельзя людей оставлять в этой обстановке. И не надо даже думать о том, что нужно отремонтировать палатки, хотя многие из живущих здесь как раз готовы на это пойти. Еще раз и центр, и президент Ингушетии заявили, там ни одной семьи, ни одного человека насильно из республики выселено не будет. Это только ваши добрые пожелания. К сожалению, не все еще готовы, хотя сегодня, вице-премьер, докладывая обстановку, доложил, что 10 тысяч заявлений на переезд в Чеченскую республику уже есть. Это в основном люди из лагерей, палаточных лагерей. И, конечно, оставлять их на следующую зиму, оставлять опять в тех условиях, которые сложны, если так говорить скромно, а вообще-то невыносимы. И тут же все-таки хочу сказать, допустим, о деятельности и республики, и гуманитарных центров по здравоохранению, по обеспечению минимального просто, но тем не менее защиты здоровья населения. На вопрос основной сложность в эпидемиологической обстановке в связи с летом абсолютно уверенный ответ санитарных врачей всех, что обстановка выдерживается так, как надо. Я надеюсь, что нам удастся общими усилиями правительства Ингушетии и Чечни, руководителей республик и центра вопросов с палаточными лагерями решить в этом году. Валентин Алексеевич, можно ли сказать, что к концу этого года беженцы по пригородным районам будут возвращены? Это тоже тема отдельного разговора. Я вообще-то сегодня, и вот у меня настроение было гораздо приятнее, когда мы говорили по временно перемещенным лицам с территории Чечни. У нас вообще-то сегодня, все, кто присутствовал на совещании, да и представители Осетинской республики, все признают, нет у нас основы для того, чтобы беженцы не возвращались. В принципе, есть политическая воля центра, президента страны, который
не просто заявил об этом, а потребовал от двух президентов. И двух президентов хватило мудрости государственной встретиться и в октябре месяце подписать документ, который, в общем-то, все ставит на свое место, который удовлетворял абсолютно обе, и сейчас удовлетворяет обе стороны. И ничего выдумывать нового не надо. Не надо никаких решений новых. Надо добиваться того, чтобы то, что было поставлено, должно быть выполнено. А вот возникающие вопросы, я считаю, что это во многом недоработка обеих сторон, без всякого сомнения. Вопросы с пропиской. Вопрос об определении справедливости решения по санитарной зоне вызваны. Конечно, нужна независимая экспертиза, но такая экспертиза, после которой подписи поставят люди, скажут, вот это закон. И только по нему нужно действовать. А не так, когда каждый один рисует одну, а второй рисует другую санитарную зону. Но это все вопросы, которые, абсолютно убежден, можно решать путем просто более частых встреч и убеждения друг друга. Надо не расходиться в точках зрения, а сводить их. Не хватит у людей, которые занимают посты ответственно не очень высокие, вступятся более высокие. Есть президенты, есть центр. Но вопросы политические, вопросы о том, что надо это или не надо, устраивает ли это обе стороны, уже решены. Всем понятно, это надо и это будет. И ограничений по срокам действия подписанного в октябре документа нет. Он не ограничен во времени, по возвращению, и именно в те места, которые, значит, пригодны и являются уже традиционным местом проживания для жителей и одной, и второй республики.